Такие трагедии заставляют нас по новой вспомнить о правилах безопасности. А еще о том, как важно уступать дорогу спецтранспорту. Так в Коми возобновили работу по профилактике аварий с участием специальной техники. Сыктывкар чуть ранее присоединился к акции «Уступи дорогу скорой помощи». А в Ухте сегодня провели совместный рейд ГИБДД и МЧС. Сотрудники спецслужб проверили, насколько вежливы ухтинские водители на дорогах по отношению к тем, кто спешит на помощь. Присоединилась к рейду и Виктория Науменко. Этот оперативный автомобиль относительно небольшой и сможет проехать, даже если ему не уступают дорогу. Но в случае с более крупной спецтехникой ДТП не избежать. А именно такой технике важно прибыть на место как можно раньше. Кортеж из крупногабаритных пожарных машин с автоцистернами, автомобилей ДПС выезжает на улицы Ухты. Огнеборцы со включенными сиренами-мигалками впереди, а каждого, кто не уступит им дорогу, готов остановить и вразумить сопровождающий экипаж ГИБДД. Но сегодня везет, говорят сотрудники спецслужб. В этот раз водители понимающие. Так бывает, увы, далеко не всегда. Порой водители не просто не уступают дорогу спецтехнике со включенной сиреной и проблесковыми маячками, но даже провоцируют дорожно-транспортные происшествия. Недавно в Ухте произошел случай, когда из-за аварии расчет не успел быстро добраться до места возгорания, и пожар приобрел угрожающие масштабы. Все могло бы обернуться трагедией, вспоминает замначальника службы пожаротушения Ухтинского гарнизона. Был у нас один случай, то есть на перекрестке Ленина-Космонавтов участник дорожного движения не пропустил технику нашу, в результате чего произошло ДТП. Соответственно, диспетчеру ЦППС сразу об этом было сообщено, то есть и она вызвала резервную технику на данный пожар, но это заняло время, то есть опять до следования, сообщения и так далее. То есть хорошо, что тогда не было людей в данном пожаре. В итоге на городской комиссии по безопасности дорожного движения принято решение проводить регулярные совместные профилактические выезды спецслужб. Крайне актуально это в Ухте в период особого противопожарного режима, который действует с начала мая. Впрочем, этот вопрос стоит остро в любое время года и касается не только пожарной техники. В соответствии со статьей 12.17, частью 2 Кодекса об административных правонарушениях, за непредоставление преимущества в движении транспортному средству, на наружной поверхности которого нанесены цветографические схемы, надписи и включены при этом проблесковые маячки синего цвета и включен звуковой сигнал, предусмотрена административная ответственность. Это штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, либо лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 месяцев до 1 года. Спецслужбы предупреждают, на пешеходов правила тоже распространяются. Пропускать на зебре спецтехнику также необходимо. Неправильно припаркованный транспорт во дворах тоже может отнять у экстренных служб драгоценные минуты. А потому проявлять вежливость важно не только на дороге, но и при парковке. В некоторых случаях она вполне может стоить чьей-то жизни. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.